Сегодня мы поговорим о ближнем круге Михаила Булгакова, а точнее о Марике и Сергее Ермолинских. В жизни Булгакова было несколько прочных дружб, в том числе сложившихся в первое десятилетие его жизни в Москве. Булгаков дружил с философом и литературоведом Павлом Поповым, впоследствии ставшим его биографом, с филологом Николаем Ляминым и его женой, художницей Натальей Абрамовной Ушаковой. И годы доверительного общения связывали Булгакова с Марикой Артемьевной Чемишкиан в замужестве Ермолинской. Марика Артемьевна, по воспоминаниям лиц, ее знавших, обладала редкой способностью. Она умела дружить с мужчинами, а также с их женами. О доверительных отношениях Михаила Афанасьевича и Марики Артемьевны свидетельствует и тот факт, что именно ей он передал на хранение авторизованную машинопись запрещенной повести «Собачье сердце». А о том, что экземпляр «Собачьего сердца» хранится у Марики, не знал никто. Машинопись обнаружили в ее личном архиве после ее смерти в 1990 году. Недавно в Государственный музей Михаила Булгакова, в наш музей, поступил от булгаковеда Сергея Дмитриевича Боброва комплекс материалов из личного архива сестер Марии, Марики и Сесиль Чемишкиан. И некоторые из этих уникальных материалов вы увидите в нашем сюжете, посвященном друзьям Булгакова, Марике и Сергею Ермолинским. О биографии Марики Артемьевны Чемишкиан-Ермолинской, привлекавшей, конечно же, внимание исследователей булгаковедов в первую очередь в связи с многолетней дружбой с Булгаковым, мы знаем крайне мало. Знания эти часто противоречивы. Одни свидетельства опровергаются другими. И в этих свидетельствах, увы, немало смутного, а то и вовсе непроясненного жизненного материала. Марика Артемьевна родилась в 1903 году. Это если верить свидетельству о разводе Марики и Сергея Ермолинских. По некоторым данным, она родилась в 1904. Этот год мы находим в выписке из трудовой книжки Марики Артемьевны. Родилась в Тифлисе, это точно, в интеллигентной семье, что тоже трудно оспорить. Ее прадед по отцу, известный деятель армянской сцены Геворг Артемьевич Чемишкиан. Актер, режиссер, драматург, переводчик на армянский язык русской и французской драматургии. Отец Марики, Артемий Сергеевич, журналист. В начале 20 века, в 900-х годах, он редактор Тифлисской газеты. Мать Софья Карловна была валлонкой, то есть происходила из семьи, для которой французский был родным языком. Часть этой большой семьи в 19 веке осела в Грузии. Часть осталась во Франции. Само собой, знала французский язык и Марика Артемьевна. Ко времени знакомства с Булгаковым, то есть в 1927-1928 годах, Марика, как пишет беседовавшая с ней булгаковед Лидия Марковна Яновская, работала в железнодорожном управлении Закавказья. Однако в 1989 году в беседе, записанной Александром Курушиным, Марика Артемьевна сообщила, что в 1927-м работала в Тбилиси в железнодорожном траме. Трам – это театр рабочей молодежи. Ближайшими подругами Чемишкиан были актрисы Ната Георгиевна Вачнадзе, урожденная Андроникашвили, и ее младшая сестра Кира Георгиевна Андроникашвили. В 30-е, будучи студенткой в ГИКа, Кира Георгиевна станет третьей по счету женой писателя Бориса Пельника. В молодости Марика снялась в двух грузинских фильмах. Это «Осиное гнездо» Ивана Перестяни, 27 год, в роли Рики, и фильм «Резо» Николы Зашенгелая, 28 год, Марика в роли Муслимати.
Приехав в 28 в Москву, Марика Артемьевна работала на кинофабрике, работала медицинской сестрой. Вот в некоторых мемуарах сообщается, что некоторое время она училась актерскому мастерству в театре-студии Завадского. Выписки из ее трудовой книжки, сделанные во второй половине 50-х, сообщается, что высшего образования Марика Артемьевна Ермолинская не получила. Молодость в Тифлисе – это кружок молодых грузинских поэтов. В Тифлисе, видимо, в декабре 1927 года Марика познакомилась с Владимиром Маяковским, и их знакомство продолжится в Москве. Когда и при каких обстоятельствах Булгаков познакомился с Марикой? Героиня нашего сюжета, увы, не оставила дневников и сколько-нибудь подробных воспоминаний. Ее беседы с булгаковедами, записанные в 80-е годы XX века, к сожалению, далеко не всегда могут служить достоверным источником, просто в силу возраста Марики Артемьевны в первую очередь. Память уже подводила ее. Вспоминая Марику, мемуаристы расходятся в свидетельствах. Наталья Вадимовна Шапошникова, внучка знакомого Булгакова, искусствоведа Бориса Валентиновича Шапошникова, утверждает, что встреча Булгакова и Марики произошла в 27-м. После знакомства в Тифлисе с Булгаковыми, да, с Михаилом Афанасьевичем и Любовью Евгеньевной Белозерской, его второй женой, в том же 27-м Марика приехала погостить в Ленинград к близкой ей семье художника, искусствоведа и сотрудника отдела искусств в Государственной публичной библиотеке Федора Густовича Бернштама и его сына, художника кино Федора Федоровича. Бернштамы жили тогда на Мойке, это дом номер 9, в квартире 26. Наталья Вадимовна Шапошникова отмечает, что в 1927 году, на несколько дней оказавшись тоже в Ленинграде, Михаил Афанасьевич приходил к Марике в гости, однажды в сопровождении писателя Евгения Ивановича Замятина. Вспоминает о ленинградских днях с Булгаковыми и Замятинами и сама Марика Артемьевна в одной из устных бесед 80-х годов. Мы вместе там посещали Народный дом, на русских горках катались, ходили на кривые зеркала, причем все веселились, кто толстый, кто худый, кто кривоногий, а жена Замятина ни за что не хотела ни перед одним зеркалом становиться. Из Ленинграда Марика на месяц приехала в Москву. Среди встречающих ее на вокзале Булгаков, Ната Вачнадзе, Маяковский. Между Булгаковым и Маяковским завязался спор, кому Марике ехать. Булгаков поступил решительно, подхватил чемодан Марики, сунул в такси и увез к себе. Недолго погостив у Булгаковых, писатель в то время женат на общительной, компанейской Любови Евгеньевне Белозерской, Марика пообещала приехать еще. В Тифлис ее провожали те же и Любовь Евгеньевна, в воспоминаниях которой назван другой год знакомства с Марикой – 1928. А в этой мемуарной версии знакомство Марики с Булгаковым выглядит несколько иначе. Отметим вне мемуарных свидетельств достоверный факт. В конце апреля 1928 года Булгаков вместе с женой едет в Тифлис по театральным делам. Но этот факт зафиксирован в документах и сомнению не подлежит. В Тифлисе автор Зойкиной квартиры ведет переговоры с Тифлисским рабочим театром о возобновлении постановки пьесы о веселом ателье Зои Пельц в 26-м и 27-м годах. Она с неизменными аншлагами шла в этом театре. Вместе с художественным руководителем этого театра Владимиром Швейцером и его женой, актрисой этого театра Натальей Снежиной и другими актерами тифлисской сцены Булгаков и его жена Любовь Евгеньевна посещают знаменитую подвальную столовую «Симпатия», стены которой в 1894 году расписал наивный художник Карапет Григорянц. Духан «Симпатия» был местом встречи тифлисской богемы. Живописцев, актеров, писателей. Сюда обязательно водили гостей города. Здесь бывали и Чайковский, и Есенин, и Илья Эренбург, Паустовский. Булгаков, конечно, не исключение. А застолье длилось часов 5. Тост следовал за тостом, вспоминала Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова. Марика в беседе с булгаковедом Александром Курушиным, состоявшейся в 1980-х годах, отметила, что она тоже бывала с Булгаковыми в легендарной «Симпатии».
О первом дне в Тифлисе Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова пишет: «На вокзале нас встретила знакомая Михаила Афанасьевича еще по Владикавказу, Ольга Казимировна Туркул. Она представила нам ночлег на первую ночь. На другой день мы уже перебрались в гостиницу «Ориант» на проспекте Руставели. Та же Ольга Казимировна привела нас на Боковую улицу, в кондитерскую, и познакомила с хозяйкой, француженкой, а заодно и с ее внучкой, Марикой Чемишкиан, полуфранцуженкой, полуармянкой, молодой и очень хорошенькой девушкой, которая потом много лет была связана с нашей семьей». Ольга Казимировна Туркул привела Булгаковых на Дворцовую улицу, в известную в Тифлисе кондитерскую «Лотц», которой владела французская бабушка Марики в XIX веке, приехавшая в Тифлис из Страсбурга. Имени ее, увы, мы пока не знаем. Так или иначе, но Марика стала гидом Булгаковых по Тифлису. Перед отъездом Булгаков пригласил ее поужинать в «Вариант», попросил адрес, сказал: мы будем вам писать. Ну, адрес, конечно, Марика дала, но обещание писать не приняла всерьез. Мол, все так говорят. Булгаковы уехали в Батуми, потом на Зеленый мыс, оттуда через военно-грузинскую дорогу и Владикавказ в Москву. К удивлению Марики, Булгаковы ей написали. Потом пришло второе письмо от Любови Евгеньевны Белозерской. Булгаковой в письме была просьба и деньги на ее исполнение. Жена Булгакова просила Марику купить ей на «Американке», известной тифлисской барахолке, где, в частности, торговали вещами из Америки, полученными через Зара, заграничную серую шерстяную кофточку. Новая знакомая Булгаковых просьбу исполнила. Возникла переписка. Затем, предположительно в августе, если верить воспоминаниям Белозерской, состоялась встреча Булгаковых и Марики в Ленинграде. Марика, Булгакова и Замятины провели в Ленинграде несколько дней. После Ленинграда, и в этой версии после, Марика на месяц приехала в Москву. Отголоски ленинградских впечатлений слышны в сентябрьской переписке Михаила Булгакова и Евгения Замятина. «Дорогой старичок», обращается к Булгакову Замятин в письме от 13 сентября 1928 года. «Старичок гостил у нас», пишет Булгаков Замятину 27 сентября. «Вспоминали поездку на взморье. Ах, Ленинград, восхитительный город». Позже, 15 июля 1929 года, Замятин пишет Булгакову: «Привет, Любови Евгеньевне, лучшему из старичков, какого я знаю, Маричке. Ах, если бы мне дожить до такой старости». Старичок – это слово от розыгрыша, о котором в своей книге «Омет воспоминаний» пишет Любовь Евгеньевна Белозерская. Из Тифлиса к нам, пишет она, то есть в Москву, приехала Марика Чемишкиан. Меня не было дома. Маруся, это домработница Булгаковых, затопила ей ванну. В это время к нам на Пироговскую пришел в гости Павел Александрович Марков, литературовед, сотрудник МХАТа, и Михаил Афанасьевич сказал ему: к нам приехал в гости один старичок, хорошо рассказывает анекдоты. Сейчас он в ванне, вымоется и выйдет. Каково же было удивление Павла Александровича, когда в столовую вместо старичка вышла Марика. Марков, конечно, смеялся, шутка со старичком ему понравилась. И так после Ленинграда Марика пока на месяц приехала в Москву. Проводы московской гости в Тифлис Любовь Евгеньевна Белозерская описала так. В день ее отъезда позвонил Маяковский и сказал, что он заедет проводить Марику. В поместительной машине сидел он и киноактриса Ната Вачнадзе. Присоединились и мы трое. Большое внимание проявил Владимир Владимирович по отношению к Марике. Шоколад, питье в дорогу, журналы, чтобы она не скучала, и все как-то очень просто и ласково. По правде говоря, я не ожидала от него этого. Обратно мы ехали молча. Я сказала: что это мы молчим, едем как с похорон. На то и Мака промолчали, Мака Михаил Афанасьевич. Владимир Владимирович сказал: действительно, как с похорон. Уезжала Марика, как оказалось, ненадолго. Следующая встреча с Михаилом Булгаковым произошла в октябре 1928 года. В начале октября Булгаков читает «Бег» на заседании худсовета Московского художественного академического театра.
Читает удачно, чтение прерывается взрывами смеха. Максим Горький хвалит пьесу, говорит, что это превосходнейшая комедия, что это пьеса с глубоким, умело скрытым сатирическим содержанием, великолепная вещь, которая, это известная цитата, будет иметь анафемский успех. 10 октября, заручившись поддержкой Горького, Владимир Иванович Немирович Данченко начинает репетиции бега на МХАТовской сцене. 12 октября 1928 года, через 2 дня после начала репетиции бега, Булгаков выезжает в Тифлис. С дороги 13 октября он пишет жене Любови Евгеньевне: «Дорогой Любан, я проснулся от предчувствия под Белгородом. И точно, в Белгороде мой международный вагон выкинули к чертям, так как треснул в нем болт. И я еду в другом, не международном вагоне». На этот раз дата встречи Булгакова и Марики вполне установима. Она подтверждается надписью на фотокарточке рукой Булгакова: «Милый Марон, вам на память. Тифлис, 18 октября 1928 года. Михаил Булгаков». Отметим, вслед за Яновской, Булгаков обращается к Марике Артемьевне на «вы». Итак, 18 октября 1928 года Булгаков встречается с Марикой в Тифлисе. Она, как оказалось, собирается в Москву, и они едут вместе в одном поезде. В столице Марика поселяется у Булгаковых, там же, где недавно гостила, в квартире на Большой Пироговской, в которой 3 комнаты. Прямо из прихожей столовая, 14-15 квадратных метров. Налево кабинет Булгакова. Там его письменный стол, книжные полки, печь с лежанкой. Та самая печь, поглотитель рукописи писателя. Направо спальня Любови Евгеньевны. Отдельной комнаты для гостя, конечно, нет. В столовой рядом с дверью в комнату Любови Евгеньевны стоит диван, ладья, и домашнее прозвище у него тоже есть — Закорюка. Закорюку определяю для Марики. В кухне, выходящей окном в ту же столовую, спит домработница Маруся. В Москве в то время жили тесно, не только в квартире Булгаковых. Около года, с октября 28 по конец 29 проживет Марика Артемьевна на Большой Пироговской. В Москве, по ее воспоминаниям, она устроилась на работу в Госкино, подрабатывала медсестрой. В устных беседах с булгаковедами Марика вспоминала о Булгакове, и работал он главным образом не столько днем, сколько вечерами и ночью. Иногда будил нас, Любовь Евгеньевну или меня. Вот, например, когда он писал Мольера, пьесу «Кабала Святош», отсюда и прозвище Марон. Тут Люба и я помогали ему, когда он литературу изучал. Он хуже нас знал французский язык. Тут какие-то вещи, когда ему были непонятны, мы ему переводили. Читал и спрашивал, какое впечатление. Иногда он говорил: «Да ну вас совсем», а иногда прислушивался и делал какие-то пометки. Став женой сценариста Сергея Александровича Ермолинского, Марика упрекала своего мужа: «А ты что-то пишешь, пишешь и никогда мне не прочитаешь». В Москве возобновилось ее общение с Маяковским. Тот говорил: «Про меня врут, что я бабник, ни одной девушки не пропускаю. Когда я умру, ты всегда меня защищай. Говори, что я вовсе не был нахалом. Говори, из-за тебя я даже с Булгаковым подружился». После прогулок по Москве Маяковский, всякий раз провожая Марику к Булгаковскому дому, никогда не заходил в квартиру Булгаковых. Живя у Булгаковых, Марика познакомилась с их друзьями. Ну и она, в свою очередь, познакомила Михаила Афанасьевича и Любовь Евгеньевну со своими. С Натой Вачнадзе, с Кирой Андроникашвили, с Читой Печини, с Антонио Печини, представителем фирмы «Фиат» в Москве, и его супругой, которая была школьной подругой Марики. С хорошо знакомым Марике еще по Тифлису композитором Александром Шамильевичем Меликпашаевым. По случаю приезда в Москву в 1929-м Курцио Малапарте, редактора итальянской газеты «Ла Стампа», Печини пригласил Марику в Архангельское на прогулку. Марика предложила поехать в Архангельское вместе с Булгаковыми. Те, кто когда-нибудь интересовался ближним кругом знакомых Михаила Афанасьевича Булгакова, конечно, помнят, что Малапарте влюбился в Марику, и она влюбилась в Малапарте. Роман был коротким, Малапарте уехал в Италию, и очень скоро в судьбе Марики Артемьевны появился сценарист Сергей Александрович Ермолинский.
А если верить воспоминаниям Марики Артемьевны, Булгаков ее уговаривал: выходи, выходи за Ермолинского, он славный парень. Как Сергей Александрович оказался среди близких знакомых Михаила Булгакова? Летом 28 года, во время путешествия в Вольск на пароходе, предпринятым Любовью Евгеньевной Белозерской для того, чтобы разыскать могилы близких погибших от голода в Поволжье, Любовь Евгеньевна на пароходе познакомилась с двумя кинематографистами. Один из них — Сергей Александрович Ермолинский. И однажды, летом 29 года, она пригласила его в гости. Очень общительная была женщина, и он стал часто приходить к Булгаковым. Летом 29 года он знакомится с Марикой и влюбляется в нее. И, в общем, как-то вечером приезжает за ней. И, как вспоминала Любовь Евгеньевна, Марика собрала свой незамысловатый багаж. В октябре 29-го Марика Артемьевна ушла из дома Булгаковых в слезах, сопровождаемая слезами хозяйки дома Любови Евгеньевны и слезами домработницы Маруси. Открыв чемодан, вспоминала Марика, я обнаружила в нем бюст Суворова, всегда стоявший на письменном столе Михаила Афанасьевича. Я очень удивилась. Михаил Афанасьевич таинственно сказал: это если Ермолинский спросит, где твой бюст, не теряйся и быстро доставай бюст Суворова. Поднялся смех, и прекратились слезы. Сергей Александрович Ермолинский, его семья с 1910 года жила в Калуге. В общем, можно сказать, дитя революции. Учился в гимназии, после революции в единой трудовой школе второй ступени. Одновременно с учебой в последнем классе возглавлял подотдел искусств Калужского губнаробраза, то есть губернского комитета народного образования. Организовал в Калуге театральную школу. После получения среднего образования по путевке губнаробраза Ермолинский поступает в Московский институт востоковедения, изучает японский язык и одновременно учится на отделении литературы на факультете общественных наук Московского государственного университета. В 1925 году он закончил обучение и уже в том же 25-м и до 27-го года работал репортером «Комсомольской правды» и газеты «Правда». И с того же 25-го года он начал писать киносценарии, кинофильм «Машенька», «Танкер Дербент», «Дело Артамоновых» и другие фильмы были сняты по сценарию Ермолинского. Он любил классическую русскую литературу, мечтал написать книгу о Грибоедове. К 1929 году он был уже вполне успешным сценаристом. Работал на нескольких картинах с Юлием Райзманом. Жил Ермолинский на Остоженке у своего дяди, старого политкоторжанина Вениамина Ульянинского. На основании воспоминаний дяди Сергей Александрович написал сценарий фильма «Каторга». Фильм, снятый Юлием Райзманом в 1928-м, с успехом шел в кинотеатрах. Молодожены Марика и Сергей Ермолинский сняли комнату в Мансуровском переулке в доме театрального художника, приятеля Булгакова Сергея Топленинова. В булгаковедческой литературе есть версия, что именно этот дом был описан Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита», как жилище мастера. Так или иначе, Булгаков часто бывал в Мансуровском у Ермолинских. Год женитьбы Марики Артемьевны и Сергея Александровича, 1929, станет для Булгакова годом катастрофы. Уходит из репертуара московских театров его пьесы «Дни Трубиных», «Зойкина квартира», «Багровый остров». Булгаков чувствует, что обречен во всех смыслах. И в жизни его появляется и на короткое время, так сказать, и затем пропадает Елена Сергеевна Шиловская. В 1932 году она станет его третьей женой. В 1930 году состоялся телефонный разговор Булгакова с Иосифом Сталиным. Это реакция властей на письменное обращение писателя к правительству СССР, в котором он, писатель-сатирик, так он сам себя определяет в письме наверх, честно писал о своем бедственном положении. В записках о Михаиле Булгакове, опубликованных еще в советские времена, Ермолинский рассуждал об этом судьбоносном звонке так. Почему последовал этот звонок? Может быть, ошеломила неподкупная прямота
с которой писатель писал о своем положении, и вообще о положении литературы, стиснутой цензурой, подкупило отсутствие всякого лицемерия и угодничества, поразила неслыханная дерзость в высказывании своих взглядов. Автор был бесстрашно искренен. Такие люди не предают. Может быть, как раз это вызвало доверие. Спектакль «Дни Турбиных» безусловно понравился. Сталин смотрел его 15 раз. Это зарегистрировано в журнальных записях театра. Тут добавим, что пока эти записи не найдены. Главной темой записок Ермолинского, опубликованных в 1966-м с сокращениями, и затем в 1981-м републикованных уже без купюр, стала тема страха и его преодоления. После телефонного разговора со Сталиным дела Булгакова постепенно выправляются. Появилась работа, он принят на должность режиссера и ассистента в Московский художественный академический театр. Он занят инсценировкой «Мертвых душ». Медленно, но все же репетируется его пьеса о Мольере «Кабала Святош». В 1932-м у него наладилась личная жизнь. Появилась преданная ему жена Елена Сергеевна, которая будет вести и дом, и рабочие дела Михаила Афанасьевича. В 30-е годы Ермолинский преуспевающий сценарист. Вместе с Юрием Крымовым он пишет сценарий фильма «Танкер Дербент», начинает работать с Шолоховым над экранизацией первой части романа «Поднятая целина». Впоследствии Шолохов поможет Ермолинскому, сыграв не последнюю роль в его освобождении. «Письмо Берии», напишет Шолохов. Похлопочет за Ермолинского. Детей у Марики и Сергея Ермолинских нет. В семье живут таксы Филипп Филиппович и такса Тяпа. Вот Елена Сергеевна Булгакова в дневнике в записи от 5 декабря 1938 года пишет: «Вчера днем Михаил Афанасьевич заходил к Сергею Ермолинскому поиграть в шахматы. А кроме того, Сергей Ермолинский, благодаря тому, что вертится в киношном мире, много слышит и знает из всяких разговоров, слухов, сплетен, новостей. Он как посредник между Михаилом Афанасьевичем и внешним миром». Общение Булгакова с Ермолинскими не прерывалось вплоть до смерти автора «Мастера и Маргариты». Об этой дружбе сохранилось немного свидетельств. Ну, что мы имеем? Дневниковые записи Елены Сергеевны Булгаковой, воспоминания самого Ермолинского, написанные в том числе и по дневнику вдовы Михаила Афанасьевича. Ведь к 60-му многое забылось из будничной встречи, разговоров, а многое сочинялось наново. Кроме того, все бумаги Сергея Александровича от писем до заметок и дневниковых записей забрали при аресте в ноябре 1940 года. Но дружили. Были совместные лыжные прогулки, короткие разговоры о том, как губителен страх для личности всякого человека. Вот, пожалуй, все, что мы доподлинно знаем о дружбе Михаила Булгакова и Сергея Ермолинского. Марика Артемьевна вспоминала в 1980-х годах: а тут Михаил Афанасьевич, значит, придет с лыжами. Все, идем, значит, на лыжи. А мне говорит: а ты, пожалуйста, приготовь нам закуску и водочку. Еще Дмитриев, это Владимир Владимирович Дмитриев, художник МХАТа, друг Булгакова, смеялся, что нам надо во дворе поставить водконапорную башню. Марика Артемьевна Чемишкян-Ермолинская снялась в роли Милине в фильме «События в городе Сен-Луи». Фильм вышел на экраны в 1932-м, оператор Константин Венц, а сценаристы Сергей Ермолинский и Илья Чубар. Вот герои этого фильма, живущие во Франции, армяне-иммигранты. Вместе с французскими подпольщиками они пытаются организовать просмотр фильма о советской Армении. В 1940 году, в период обострения болезни Михаила Булгакова, склероза почек, Марика приходила в Нащекинское, где Булгаков жил с Еленой Сергеевной и с Сережей Шиловским. Приходила ухаживать за больным Михаилом Афанасьевичем. Из ее воспоминаний о Булгакове, названных «Дружба, проверенная временем», коротких, мы узнаем, что наступил такой момент, когда врачи потребовали круглосуточного дежурства у постели больного. Предлагали много медсестер из литературного фонда и клиники Большого театра. Но Михаил Афанасьевич отказался и просил вызвать его младшую сестру Елену Афанасьевну и обратился ко мне с просьбой, в надежде, что Сергей Александрович
Ермолинский не будет возражать. Переехать к нему в дом на то особенно тяжелое время, что я и сделала. Михаил Афанасьевич, как врач, предвидел все проявления болезни, которые его ожидают, и предупредил, чтобы мы не пугались, когда так случится. Несмотря на свое тяжелое состояние, он еще находил в себе силы острить и шутить. Он говорил: «Не смейте меня оплакивать, лучше вспоминайте меня веселого». 10 марта 1940 года Михаила Афанасьевича Булгакова не стало. Он умер тихо, как многие и многие из нас. Я потеряла близкого, большого друга. Так заканчивает свои воспоминания Марика. Сергей Ермолинский, порекомендовав оператора Константина Венца, помог Елене Сергеевне Булгаковой организовать последнюю в жизни Булгакова фотосъемку. А после смерти Булгакова Ермолинский участвует в обсуждении перспектив публикации литературного наследия Михаила Афанасьевича. Осенью 40-го возобновляются общие встречи и разговоры с Еленой Сергеевной по поводу булгаковского наследия. Сергей Александрович включен в состав комиссии по литературному наследию Булгакова. 24 ноября Ермолинский арестован. На допросах одна из главных версий обвинения – дружба с антисоветским писателем Булгаковым. Марика Артемьевна Чемишкян-Ермолинская вспоминала: обыск был с 12 ночи до 4 часов дня следующего. И потом еще второй раз они приезжали, искали очень тщательно всякие листочки, все, что у него было в письменном столе или на письменном столе, все было забрано. Их было трое, один был ужасный, все забрать. Забрали даже журнал «Нива», купленный в букинисте за 1913 год. И там была снята вся семья Николая, Александры, наследника, дочери. Все это забрали тоже. Я говорю: да это же куплено в букинистическом магазине. Вот недавно. Ермолинский описал в своих мемуарах первый день ареста. Как я не был сбит с толку, но все же пытался объяснить, что ни я, ни Союз писателей не считаем Булгакова контрреволюционером, и что, напротив, мне поручили привести в порядок его сочинения. Имеется специальное постановление, что я, несвязные обрывки моих объяснений, вызывали всеобщий хохот. Меня тотчас прерывали и опять, словно состязаясь друг с другом, кричали, пока кто-то коротко не приказал: уведите его, пусть подумают. Протокол допроса обвиняемого Ермолинского Сергея Александровича от 13-14 декабря 1940 года. Вопрос: с писателем Булгаковым вы знакомы? Ответ: с писателем Булгаковым до его смерти был хорошо знаком. Вопрос: произведение Булгакова «Роковые яйца» вы читали? Ответ: произведение «Роковые яйца» Булгакова я читал, когда оно было помещено в альманахе «Недра». Вопрос: каково ваше мнение об этом произведении? Ответ: я считаю «Роковые яйца» наиболее реакционным произведением Булгакова из всех, которые я читал. Вопрос: в чем заключается реакционность произведения «Роковые яйца»? Ответ: основной идеей этого произведения является неверие в созидательные силы революции. Опрос: о своем мнении вы, как писатель, сообщали в соответствующие органы? Ответ: о реакционном содержании произведения «Роковые яйца» никуда не сообщал, потому что произведение было опубликовано в печати. Вопрос: с Булгаковым вы говорили о контрреволюционном содержании этого произведения? Ответ: «Роковые яйца» были опубликованы задолго до моего знакомства с Булгаковым, поэтому разговоров по существу произведения не было. Но я помню, что Булгаков говорил мне о том, что «Роковые яйца» сыграли резко отрицательную роль в его литературной судьбе. Он стал рассматриваться как реакционный писатель. Вопрос: ваша дружба с контрреволюционным писателем Булгаковым явление не случайное, а есть результат ваших антисоветских взглядов? Ответ: антисоветских взглядов у меня не было, а о своей дружбе с Булгаковым, если нужно, могу рассказать. Причем ничего антисоветского в этой дружбе не было. Протокол записан с моих слов верно и мною прочитан. Сергей Ермолинский допросил оперуполномоченный 5-го отделения 2-го отдела ГУГБ НКВД, младший лейтенант госбезопасности. Подпись. На книге сборнике Дьяволяда, в которой
вошла повесть «Роковые яйца», взятые НКВД при обыске на квартире Ермолинских, есть надпись: «Дорогому другу Сереже Ермолинскому, сохрани обо мне память. Вот эти несчастные роковые яйца. Твой искренний М. Булгаков». Сергей Александрович Ермолинский, несмотря на пытки, ему выбили зубы, виновным себя не признал. И в июне 1941 года, когда началась война, Ермолинского перевозят в Саратовскую тюрьму НКВД. Дело сценариста, участвовавшего в организации антисоветской группы на квартире у Булгакова в том числе, обвиненного в антисоветской деятельности и шпионаже, рассыпаются. Осенью 1942-го ему зачитали постановление особого совещания, согласно которому он подлежал высылке на 3 года. Из Саратова его направляют в Узбекистан, в городок Чили. Из этого города он отправляет письмо жене. Ермолинский зовет Марику Артемьевну к себе в ссылку. «Машенька моя родная», пишет он жене в конце ноября 1942 года, «я очень устал от своего одиночества. Так хочется, чтобы близкий, любимый, родной человек был рядом. Ну да разве нужно об этом писать? Ты понимаешь. Иначе не могло бы и быть. Тяжелый посади путь». Марика Артемьевна в декабре 1942 работает в Тбилиси медсестрой в Ивако-госпитале 2460. С момента их вынужденной разлуки прошло уже более 2 лет. И из письма Сергея Ермолинского жене 28 декабря 1942 года. Чили, Тифлис. «Читал твои письма, и мне так захотелось очутиться в Тифлисе, что, кажется, сел бы и поехал тотчас же, не теряя ни одной минуты. И хотя свыкся я со своим одиночеством, невозможным представляется, что я могу быть дома, то есть с тобой. Дом там, где ты. Но я стараюсь совсем не думать об этом, не позволяю себе распускаться, и все равно так иной раз подопрет, таким иной раз бедным стрелочником себя почувствуешь, что мочи нет. Ложусь рано, часов 9-10, иногда к вечеру. Захожу на вокзал, болтаюсь на станции, проходят поезда, у станции толкучка. Бабы продают сушеную дыню, молоко, и кругом бесконечные просторы, огромное небо. Начинают лаять собаки, наступает ночь, надо идти домой, перелезая через рыки. Часто получаю письма от Люси, от Елены Сергеевны Булгаковой. Позавчера приехал из Ташкента в командировку один человечек, студент ташкентский, и привез мне посылку от Люси. Бумаги, ура, табаку, махорки, целый мешок, спичек 5 коробок, ура, немного чаю, кофе и даже конфет, которые я не ем, а 1 января разделю и подарю детям хозяйки. Малыш Виктор никогда в жизни не ел конфет. Вообще, письма Люсины удивительно хорошие. Каждый раз пишет она, что любит меня нежно, просит писать чаще и беспокоится обо мне. Наступает Новый год. Родная моя хорошая, любимая, 3-й Новый год встречаю я без тебя, и грустно как. Елена Сергеевна Булгакова с младшим сыном Сережей Шиловским жила в эвакуации в Ташкенте во флигеле писательского дома по улице Жуковского, дом 54. Сергей Ермолинский вспоминал. И вдруг радость. Посылочка от Лены из Ташкента. Мешочки, аккуратно сшитые колбасками. В них были насыпаны крупа, сахар, чай, махорка, вложен кусочек сала, и все это завернуто в полосатенькую пижаму Булгакова, ту самую, в которой я ходил, ухаживая за ним, умирающим. И развеяло щемящее чувство одиночества, повеяло теплом, любовью, заботой, домом. Письма Ермолинского к Марике Артемьевне, к жене, хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства. О содержании писем Марики Артемьевны к Ермолинскому почти ничего не известно. Некоторые из них дошли до нас в пересказе ее мужа. Вскоре после Лениной посылки я получил письмо от Марики. Она писала, чтобы я не беспокоился о ней. Она устроилась хорошо, работает, даже почувствовала, что нашла свое призвание. Немного трудно было тотчас после того, когда я исчез. Она рассчитывала на Машеньку. Фильм Райсмана по сценарию Гавриловича и Ермоленского, потому что сценарий утвердили, наконец, во всех инстанциях, и мне причиталось в окончательный расчет последние 25%. Но их ей не выдали. Эти деньги получил мой соавтор, которому пришлось одному без меня вносить все поправки. Кроме того, Марика писала, как много горечи пришлось ей испытать, когда она смотрела готовый фильм. А моей фамилии в титрах не было, только соавтора.
Кинематографисты не все, но поддерживают Сергея Александровича Ермолинского. В 1943 году на станции Чили он встречается с режиссером кинокартины «Машенька» Юрием Райзманом. Весной этого же года Ермолинский получил вызов в Алма-Ату по ходатайству Николая Черкасова и Сергея Эйзенштейна для работы сценаристом при сохранении статуса ссыльного. Из письма Сергея Ермолинского к жене от 26 января 1943 года из Чили в Тифлис. По-прежнему часто пишет мне Люся, Елена Сергеевна Булгакова. Недавно получил письмо от Владимира Сергеевича. Он пишет мне, что в Мансуровском все благополучно. Из его письма узнал о смерти Тяпочки, таксы. Я так и знал, что он не будет без меня жить. Филипп Филиппович помер в тот день, когда умер Миша Булгаков, а Тяпка безнадежно заболел тотчас же, когда я отправился на тот свет. Мое счастье всегда было неразрывно связано с животными и птицами. Кинематографисты, коллеги по цеху помогли Сергею Александровичу, и весной 43-го он перебирается в Алма-Ату, снова работает и снова зовет жену к себе. Ну, у него есть уверенность в куске хлеба, словно канули в лету эти совсем недавние времена, когда после моего ареста многие знакомые, даже близкие, старались не встречаться с моей женой, не звонить ей, боялись, вспоминает Ермолинский. Можно было стереть мое имя, обворовать меня безнаказанно, делать со мной что угодно. Казалось бы, было и прошло. Прошло ли? Пишет он в воспоминаниях. Летом 44-го Ермолинский заболел брюшным тифом. Марика Артемьевна едет к мужу в Алма-Ату. В общем, благодаря ей и друзьям с Грузии фильм вскоре Сергей Александрович перебирается в Дом творчества Союза писателей Грузии, открытый недавно в селе Сагурама. Работает над пьесой о Грибоедове. В очерке Николай Заболоцкий «Сагурама» Сергей Александрович с теплотой вспоминает о жизни в Доме творчества писателей Грузии. Жизнь наша Сагурама наладилась сразу, и день шел за днем, мало чем отличаясь. Это был сказочный по тем временам быт, отключавший нас от всех многотрудных преодолений, постоянных мелких тревог, а их было так много до этого. Вдруг можно было работать, сосредоточиться, подумать. Вдруг случилась великолепная остановка в пути, когда можно передохнуть, набраться сил и подготовиться для дальнейшей жизни. Нужно ли говорить, как мы в этом нуждались? Впереди еще много было ухабов, поэтому мы старались жить здесь почти безвыездно, и эта отрешенность на все лето и осень не пугали, потому что нас не забывали. Вместе с Марикой и ее подругами Ната Вачнадзе и Кирой Андроникашвили Ермолинский совершают прогулки по окрестностям, фотографируется у монастыря Зидазини, расположенного на одной из вершин Сагурамского горного хребта. Эти фотографии сохранились в личном фотоальбоме Марики Артемьевны. Помимо фотографий сохранилось письмо Елены Сергеевны Булгаковой, датированное 30 августа, 5 сентября 1946 года. Она пишет: «Дорогая Марика, ради Бога прости, что не высылаю тебе ни денег, ни пальто для Сережи, Сергея Ермолинского. У меня так плохо с деньгами, как давно не было». В 1947-м, тайно приехав в Москву, чтобы показать написанную пьесу о Грибоедове, в доме художницы Елены Фраткиной Сергей Александрович встречает Татьяну Александровну Луговскую, сестру поэта Владимира Луговского, впоследствии автора книги воспоминаний «Я помню». Оба не свободны, ему 46, ей 38, она замужем за преподавателем в ГИКа Григорием Широковым. Пьесу о Грибоедове хвалили, но о постановке пока не было и речи. Ермолинский пошел ночевать к Луговским и затем снова уехал в Грузию, в Сагурама. Татьяна Луговская написала ему письмо: «Мне одиноко без вас, я очень вас люблю. Вы моя единственная любовь в жизни. Это вас обязывает, простите меня за это». Он ответил, и пьесу Ермолинского о Грибоедове как раз разрешили ставить в театре имени Станиславского, и автора вызвали в Москву. Начались репетиции, и вместе с репетициями почти одновременно начался роман Сергея Александровича и Татьяны Александровны. Ну, поначалу, конечно, тайный. В своих воспоминаниях Ермолинский написал: «Жизнь моя с Марикой, как выяснилось немного позже, разладилась. Но, избави Бог, не надобно думать, что ее можно в чем-либо винить. Может быть, она мало любила меня, или, может быть, любила, но не понимала.
что возвращается к ней другой человек, совсем другой. Разве мы до этого плохо жили? Посчитать прошлое ошибкой? Нет, не нужно, неправда это, обидно для обоих. Но жизнь потребовала иных душевных усилий, и мы очутились уже на разных сторонах дороги. Впрочем, такое случается нередко, и для этого совсем не нужно быть в долгой разлуке. Часто люди живут вместе и продолжают жить, хотя живут уже отдельно друг от друга. Снаружи вроде бы ничего не произошло. Счастливая, благополучная пара, а оказывается, никакой близости давно нет, и произошло это незаметно. Боясь признаться в случившемся даже самим себе, примазывают трещинку, а она все расширяется и расширяется. Не надо никого винить. Татьяна Александровна Луговская, в общем, с детства была хорошим другом, хорошим зайцем. Вот таким прозвищем она выведена в сказке, рассказанной ей ее братом Владимиром Луговским. Заяц Таня был очень хорошим зайцем. Никогда не плакал, не сплетничал, не лазил в буфет без спроса, не сопел носом и не умел делать красивый реверанс. Другие были похуже, но тоже вполне приличные зайцы. 15 декабря 1951 года в драматическом театре имени Станиславского состоялась премьера пьесы Ермолинского «Грибоедов». В конце 1956-го Ермолинский ушел от Марики Артемьевны, а Татьяна Луговская ушла от Широкого. В том же году Сергей Александрович реабилитирован. Марика Артемьевна не принадлежала к числу брошенных женщин. Лидия Марковна Яновская в своих рассказах о Марике Артемьевне, видимо, близка к причине расставания Ермолинских. Ей, Марике Артемьевне, очень тяжело дался арест Сережи. Ее вызывали на Лубянку, и ей было очень страшно. Она не говорила мне, что ей было страшно. Я видела, как ей было страшно, когда в ее памяти проходил этот отрезок ее жизни. Когда судьба Сергея определилась, она исчезла из Москвы. Так делали жены арестованных, подальше от опасности и слежки. Уехала в родной Тбилиси, где родилась и выросла, где у нее были друзья, и оттуда продолжала делать все возможное и невозможное, чтобы вызволить его из ссылки. А к моменту развода все перегорело, и самый развод произошел тихо, без эксцессов. По словам Марики, Сергей Александрович однажды пришел и сказал: «Я оформил наш развод, а фамилию тебе оставил свою, Ермолинская». В 1960-х и 70-х годах Ермолинский занимается литературой и публицистикой. Он пишет киносценарии «Неуловимые мстители», «Эскадрон гусар летучих» и другие. В 1971-м его награждают орденом Трудового Красного Знамени, в 1981-м еще одним орденом «Дружбы народов». В 80-х друг Булгаков напишет воспоминания о времени, о Булгакове и о себе. Сергей Александрович Ермолинский умер 18 февраля 1984 года. В конце 70-х и 80-е годы прошлого века булгаковский бум набирал обороты. Одна за другой появлялись публикации, так или иначе связанные с интересом читателей романа «Мастер и Маргарита» к биографии его автора. В частности, появлялись в печати устные воспоминания о Булгакове тех, кто в разные годы, а иногда на протяжении многих лет, входил в его ближний круг. Рассказывает о Булгакове его первая жена Татьяна Лапа-Кисельгоф, принимают поклонников творчества Булгакова Наталья Абрамовна Ушакова и вторая жена писателя Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова. Отвечает на вопросы о тайнах булгаковского ближнего круга и Марика Артемьевна Чемишкиан-Ермолинская. На основании личных пристрастий исследователей появляются версии о самозванцах, относящих себя к ближнему кругу Булгакова. Часто вполне безапелляционные, как говорят, не выдерживающие критики, ничем не подтвержденные. С легкой руки некоторых исследователей биографии Булгакова Ермолинский был назначен в прототипы Алоизия, завистливого доносчика из романа «Мастер и Маргарита». Устная речь воспоминателей о Булгакове, его друзей, доживших до его славы, зачастую трактовалась однобоко. Марика Артемьевна незадолго до своей смерти говорила: «Он, Сергей Александрович Ермолинский, ревновал меня к булгаковскому дому, что вот я интересуюсь булгаковскими делами, а его делами нет. А я говорю, потому что Булгаков всегда держит в курсе всех его дел. Я была в курсе всех его дел, а ты вот сценарий написал,
мне читать не дал. Картину поставили, просмотр, ты меня не позвал. Ты меня позвал только когда общественный уже просмотр был. Как же я могу интересоваться твоими делами? Я ничего не знаю о твоих делах. И ее слова тут же трактовались не в пользу Ермолинского, хотя слова эти свидетельствуют лишь о сложных отношениях людей, проживших в трагическом времени 27 совместных лет. Мемуары Ермолинского о Булгакове, вышедшие в 1966-м, не понравились Елене Сергеевне Булгаковой. Справедливости ради отметим, на то были основания. Сергей Александрович оживил Михаила Афанасьевича в дружеских диалогах, передавая якобы прямую речь Булгакова так, будто тот воскрес и, набравшись не весь откуда интимного пафоса, поменял стилистику общения с друзьями. Изменив себе, вдруг начал проговаривать истины. В дневнике Елена Сергеевна записала: в ужасе и отвращении от языка Ермолинского. А я еще и от вранья его. Вся статья — фальсификация. Его право было придумывать, но нельзя выдавать за реальность. Сейчас принимаю сильнейшее снотворное, иначе от возбуждения не засну. В 3 часу Ермолинский. Мы пообедали и сели сначала за правку его статьи, чего он никак не ожидал, но соглашался на все, хотя был явно обижен. Закончив, я сказала: если ты хочешь, чтобы я приняла твою статью целиком, переведи прямую речь Миши в косвенную. Ты не передаешь его интонации, его манеры, его слова. Я слышу, как говорит Ермолинский, но не Булгаков. После развода с Ермолинским Марика Артемьевна работала канцелярским работником в Министерстве лесного хозяйства СССР, психоневрологом и инструктором по лечебной физкультуре в психоневрологических больницах Москвы. Последние годы жизни Марики Чемшкиан-Ермолинской прошли в коммуналке на Плющихе. Сюда булгаковеды приходили за воспоминаниями о Михаиле Афанасьевиче Булгакове. Почти совсем потерявшая зрение, Марика принимала гостей. Почти всех принимала. На вопрос, смотрит ли она телевизор, заданный ей в одной из бесед о Булгакове за годы ее ухода из жизни, она ответила: да, слушаю пьесы. Вот Вампилова иногда кусочками, когда передают по телевизору. Видеть я не вижу, но слышу хорошо.